В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего воскресенья. В студии ведущий Василий Радченко и коротко о темах выпуска. Более 8,5 тысяч заболевших выявили в России за минувшие сутки. Якутия пополнила эту статистику почти 100 новыми случаями. Многие предприниматели продолжают незаконную на время пандемии деятельность. Наши корреспонденты отправились в рейд и узнали, в каких сферах больше всего нарушений. Последние звонки для выпускников прозвенят на онлайн-площадках уже завтра. НВК «Саха» и радио «Т-Тим» подключатся к поздравлениям и покажут тематические выпуски передач. Сегодня в местности Имей-Ахтак Сунтарского района вспыхнул лесной пожар. Участок находится примерно в 10 километрах от села Устье. По данным местной администрации, горит 17 гектаров леса. На месте работают мобильные бригады в составе 17 человек. Также отправлены группы из Сунтар и Устья. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло почти 344,5 тысяч. За сутки прибавилось 8599 инфицированных. Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, теперь более 113 тысяч. За сутки выписаны почти 5400 человек. Летальных исходов за сутки зафиксировано 153. Общее количество скончавшихся от коронавирусной инфекции превысило отметку в 3500 человек. Напряженная эпидобстановка сохраняется в Якутии. За сутки выявили 99 новых случаев заболевания. Впервые один случай выявлен в Чурапчинском районе, 2 в Алдане, по одному новому случаю в Ленске, Намском и Верхневилюйском районах. В столице региона, по данным оперативного штаба, обнаружено 93 больных коронавирусом. Отдельно я хочу сказать по Намцах. У нас на настоящий момент, как вы знаете, в Солбанцах объявлен карантин. Соответственно, туда регулярно направляется не только медицинская помощь, но и направляется продовольствие. Солбанцы на настоящий момент, в общем-то, сдано у нас достаточно большое количество анализов, потому что определен большой круг контактов. Небольшой населенный пункт, казалось бы, жил по своим правилам. Никто не должен был туда приезжать. Но один, непосредственно всего лишь заболевший, дает сегодня под угрозу и остановил практически жизнь целого населенного пункта. Что касается города Якутска, я обращаюсь к жителям города Якутска. Да, мы 2 месяца держались на достаточно небольшой цифре. Прежде всего, почему? Потому что мы не меняли своего круга контактов. Но начало мая, которое для нас является традиционным времени встреч с друзьями, с коллегами по работе, с семьями, привело к тому, что сегодня, поменяв этот круг контактов, мы получаем сегодня вот эти вот небольшие, но тем не менее, группы нового заболевания. Из этих 93 нужно обратить внимание на то, что это в основном семейные контакты, это контакты по работе. У нас нет зафиксированного сегодня в Якутске какой-то новой вспышки, нет нового очага. Но есть непосредственно ситуации, когда именно один круг, который был эти 2 месяца, в этот круг попадает человек, который может знать, а может и не знать, что он болеет коронавирусом. И в результате этого вот такое утроение результатов практически, по сути дела, за 2 недели. Что необходимо сегодня нам? Нам сегодня нужно очень четко всем понять, что впереди лето, и поэтому очень важно все-таки не дать распространяться вирусу. Очень важно следить за собой, за своими близкими, оставаться дома, соблюдать санитарный режим. Органы государственной власти республики вместе с органами местного самоуправления сделали все для того, чтобы был безопасный водоканал, для того, чтобы было безопасное ГУП ЖКХ, для того, чтобы непосредственно было безопасно все органы, с которыми вы работаете, которые обеспечивают жизнедеятельность. На настоящий момент наша главная задача – просто сидеть дома. В Якутском водоканале выявлено 5 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. 4 в одном из производственных подразделений, 1 из числа руководства предприятия. Случилось это не одномоментно, а в разное время. Все выявленные случаи связаны с внутрисемейными контактами, которые установлены, локализованы и взяты под медицинское наблюдение.
Проведена полная дезинфекция производственных помещений, ремонтно-механического цеха, где были выявлены заболевшие. Предприятие работает в штатном режиме. Также сообщается, что работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Ограничено взаимодействие между сотрудниками разных структурных подразделений. Полностью закрыт доступ посторонним на комплекс водозаборных сооружений и станцию биологической очистки стоков. В акционерном обществе «Водоканал» выявлены 5 человек, носителей COVID-19. Эту инфекцию, как выяснилось, они принесли извне. Все контакты определены, поэтому моим приказом от четверга, потому что первый заболевший был выявлен в четверг, ремонтно-механический цех полностью отстранен от работы до появления результатов анализов всех остальных лиц, которые контактировали с этими работниками. Также один работник из числа 5, это из руководящего состава, заместитель генерального директора. У него тоже вся семья показала положительный анализ на ковид. К слову, надо сказать, все наши совещания проводились в режиме видеоконференц-связи, поэтому прямых контактов с другими работниками у него не было. Все соблюдали меры предосторожности. У всех работников есть маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Рабочие места периодически у нас дезинфицируются, так как мы понимаем, что предприятие это который подает воду городу Якутску. Тут, к слову, хотелось бы сказать, что через воду COVID-19 не передается. Несмотря на запрет некоторых категорий торговли и работы салонов красоты, часть предпринимателей продолжает свою деятельность. Наша съемочная группа проверила, много ли тех, кто не исполняет предписания. Сарглана Неустроева с подробностями. Для того, чтобы проверить работу запрета о торговле, наша съемочная группа выехала на рейд совместно с представителями Министерства предпринимательства. По сообщению специалистов, по городу уже было проведено порядка 900 проверок точек торговли и общественного питания. Мы проводим также в основном разъяснительные и беседы. Разъясняем, как правильно применять это требование. Главой Республики Саха-Якутия утверждено правило поведения граждан и организаций в условиях повышенной готовности. Это правила гласят о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и дезинфекционный режим. Однако очевидно, что одних разъяснительных работ недостаточно. Многие предприниматели под видом реализации товаров первой необходимости умудряются продавать даже одежду. Причем о том, используются ли при этом средства индивидуальной защиты, точно утверждать нельзя. Нам разрешили. К вам уже проверки приходили, да? Да. А какие товары первой необходимости? У нас пеленки, распашонки. Остальная вся одежда? И нам сказали, пеленки, распашонки. Мы приходили же, разрешили. И все же с работой некоторых организаций не все так однозначно. Ведь с необходимым для реализации перечнем товаров продолжить работу в штатном режиме возможно. Но тем не менее с проверками к таким организациям заходят чуть ли не раз в неделю. К нам до этого уже приходили с администрации. И также говорили, что мы не должны работать. Хотя до этого нам сказали, что можно за счет того, что у нас имеется перечень товаров. Это средства связи. Как вы, наверное, знаете, у нас продаются и мобильные телефоны. Ну и также сим-карты. За счет чего мы входим именно в список тех магазинов, которые, в принципе, могут работать. И после этого еще несколько раз заходили с визитами с администрацией и выполняем все меры. Вы не должны работать в данный момент из-за повышенной готовности. То, что вы на вынос работаете, также нельзя. Вы можете сейчас в данный момент работать только на бесконтактную доставку. А эти кадры – пример находчивости предпринимателей пищевого бизнеса. Здесь якобы на вынос можно приобрести горячие пирожки и кофе. Все это, разумеется, незаконно. И если одни свою вину признают, другие утверждают, что ничем более продуктов они как будто бы не занимались. Разметки для движения, соблюдения дистанции, да? И
в беседе применение о том, что здесь получается магазин. Да. Или общепит? Магазин. Магазин. Хорошо. Начнем с того, что у вас есть объявление. Ценники, да? Указаны чай, кофе, вот это и есть кофейня, вот микроволновка. Это элементы общественного питания. Да? Так, только за 2 часа нами было обнаружено 9 незаконно работающих точек торговли. Для горе-предпринимателей это стало первым предупреждением, но не факт, что последним. До сих пор в социальной сети Instagram, не боясь ничего, многие активно заманивают клиентов на различные услуги по записи или на дому. Только вот цена за такое удовольствие – ваше здоровье. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Груз для медработников прибыл сегодня в Якутию. Средства индивидуальной защиты на добровольных началах передало Приморское торгово-промышленное предприятие «Доброфлот». В региональный Минздрав поступили костюмы, маски, кислородные концентраторы и многое другое для борьбы с коронавирусом. Отправка гуманитарного груза для Якутии стала возможной при личном участии полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. В ближайшее время все полученные комплекты будут распределены между медицинскими учреждениями. Но самое главное, там еще есть кислородные концентраторы, есть специальные дезинфекторы для обезвреживания автотранспорта, есть, значит, препараты, которые помогают дезинфекции рук медицинского персонала, имеются специальные кювезы для перевозки и транспортировки лиц с коронавирусной инфекцией. В общей сложности мы получили достаточно большой объем помощи нам сегодня, которая необходима республике. Через аэропорт города Мирного ежедневно проходят сотни вахтовых работников с разных регионов России. Только строгое соблюдение карантинных мер – залог стабильной эпидобстановки. О том, как устроена работа в обсерваторах города, Марфирина Алексеева. В городе Мирном развернуто 3 обсерватора. Предусмотрено около 400 изоляционных мест. На данный момент в обсерваторах находятся около 300 человек. Большая часть изолируемых – работники-вахтовики, направляющиеся на месторождение, а также приехавшие местные жители, которые не имеют возможность обеспечить изоляцию дома. Один на базе наркологического отделения Мирнинской больницы на 50 коек, второй вот на базе общежития МПТИ на 180 мест и третий на базе профилактория «Горняк» на 135 мест. Первый обсерватор у нас обеспечивает деятельность Мирнинская ЦРБ. Обсерватор, который расположен на базе этого здания, обеспечивает администрацию Мирнинского района, а обсерватор на базе профилактория «Горняк» открыт компанией «Алроса», и она обеспечивает всю его деятельность, несет затраты. Для размещения приехавших в обсерватор предусмотрен отдельный вход в здание. Машина, на которой привозят потенциальных носителей инфекции, полностью дезинфицируется. Смотровая комната, лифт и даже личные вещи облучаются ультрафиолетом. Питаются изолируемые только из одноразовой посуды. На каждом этаже дежурит сотрудник обсерватора. В его обязанностях разнос еды, воды, сбор мусора. Несмотря на бесконтактный метод работы, трудятся сотрудники в защитных костюмах. Однако это не единственная сложность в буднях работников обсерватора. Выйти пытаются, но мы объясняем, что если вы сейчас выйдете, для вас это еще хуже будет. Конечно, некоторые возмущаются, ругаются, почему нас сюда привезли и так далее. Выслушаем негатив от людей. Мы им объясняем, что так сейчас положено. Работаем мы по 12 часов. 12 часов работа тяжелая, трудная. То есть мы находимся постоянно на ногах. И физически, конечно, это очень тяжело. В этих костюмах не дышат. Правила изоляции строго контролируются не только со стороны правоохранительных органов и районной власти, а также работодателями прибывающих работников. Был один случай. Употребляли алкоголь, то есть люди выселены, уволены с работы. Я понимаю, это ограничение определенных свободы. Но что поделаешь? Во-первых, на первом месте стоит безопасность для блага самих же людей и так далее. Чтобы не было повторений, как случилось на Чиндинском месторождении. За период работы обсерваторов в Мирном был зафиксирован 1 случай выявления положительного результата на COVID-19. Добросовестное соблюдение всех предписанных мер безопасности – залог нераспространения коронавирусной инфекции. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. На улицах Якутска отмечается высокое число людей вопреки режиму самоизоляции. Судя по рейтингу приложения Яндекс.Рейтинг, показатели в городе находятся уже в красной зоне. На 19:30 дня сегодня индекс по городу составил 2,6. Для сравнения, до пандемии в выходные дни индекс был 1,5.
Наша съемочная группа, как и вчера, отправилась в городской парк. Сегодня людей не меньше. Немного улучшилась ситуация с соблюдением масочного режима, но социальное дистанцирование по-прежнему не соблюдается. Онлайн-мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в Якутии завтра, 25 мая. В этот день будут транслироваться поздравления, тематические выпуски передач на канале НВК Саха, радио Тетим для выпускников школ. А также будет запущен челлендж с хэштегом «Последний звонок Якутия», где любой желающий может выложить короткое видео поздравления выпускникам с окончанием школы в социальной сети Instagram. Абитуриенты могут пополнить ряды студентов одного из самых знаменитых театральных вузов России. В приемной комиссии говорят, сделать это не очень сложно. Как подать заявку, расскажет Александр Хавренко. У выпускников 11 классов, оканчивающих школу в этом году, есть уникальный шанс стать студентами одного из самых престижных театральных вузов страны – театрального училища имени Бориса Щукина. И вот сейчас у нас есть несколько целевых мест, а это означает, что обучение будет совершенно бесплатным. Представляете, какая уникальная возможность есть у вас. Если вы выпускники 2018, 2019 или 2020 года, у вас есть результаты ЕГЭ или будут результаты ЕГЭ по литературе и русскому, то вам выпал огромный шанс, которым непременно нужно воспользоваться. Для того, чтобы стать студентом вуза, не обязательно выезжать в Москву, проходить экзамены перед строгой комиссией. В этом году из-за сложной ситуации с распространением коронавируса поступление в вуз сделали максимально комфортным и безопасным. Нужно просто записать свою видеовизитку, отправить ее по указанному адресу и ждать результата. Если вы подходите по всем параметрам, то дальнейшие ваши действия, это вы записываете свою творческую программу на видео и отсылаете уже непосредственно в сам театральный вуз. И вот так вот, достаточно просто, без лишней нервотрепки, без стресса, без чувства конкуренции вы можете стать студентом театрального института. И еще один немаловажный момент. После окончания вуза вам не придется самостоятельно искать работу, рассылая резюме по театрам. Дорогие друзья, вы действительно можете осуществить свою мечту. И этим летом уже поступить в Театральный институт имени Бориса Щукина в Москве, по окончании которого вы сможете пополнить труппу Государственного академического русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина в Якутске. Всю информацию о целевом наборе вы сможете найти на нашем официальном сайте театра grdt.rf. Шанс действительно уникальный и предоставляется не каждый год. Поэтому, если вы решили связать свою жизнь с театром и стать актером или актрисой, то поспешите им воспользоваться. Российский Минкульт разрабатывает варианты раскладки зрителей в театрах. Планируется в конце лета направить в Роспотребнадзор рекомендации для их безопасного открытия после снятия ограничительных мер в стране. Летом, в конце июля, начале августа направят вариант рассадки и иных условий санитарной безопасности, который сочтет оптимальным театральное сообщество, рассказала замминистра культуры России Алла Манилова. Отмечается, что одной из мер безопасности будет шахматный порядок рассадки зрителей. При этом в варианте в зале на 500 мест поместится 75 человек. Также, напомню, ранее Роспотребнадзору дали задание разработать меры по открытию кинотеатров. Инициатором снова выступил Минкульт России совместно с крупнейшими сетями залов. Отмечается, что решение принимает руководство органов исполнительной власти в субъектах. Для этого в их адрес направлены письма с просьбой в самое ближайшее время проинформировать о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на территории отдельно взятого региона. Айсен Николаев поздравил с Днем славянской письменности и культуры. По словам главы Якутии, этот праздник всегда будет знаменательным событием в жизни не только славян, но и всех народов Якутии, всей России. Ведь наше единство скреплено многовековыми связями с уникальной славянской цивилизацией и обогащено ее глубокими духовными традициями. Благодаря азбуке, созданной Кириллом и Мефодием, сплотились славянские народы. Получила развитие многогранная культура. Стал великий язык, на котором сегодня говорят во многих уголках мира. Вот уже 4 столетия русский язык является языком общения жителей нашей многонациональной Якутии, написал Айсен Николаев.
На этом итоговый воскресный выпуск подошел к концу, но прежде чем завершить программу, еще раз напомним, что в Якутске и в ряде других территорий действует масочный режим, а также режим дистанцирования. Не подвергайте других и себя опасности, надевайте маски в общественных местах. Берегите себя и до свидания.